языке, который начинается с этих слов, с этих букв. Ист, то есть алиф, хамза, син, та. Хорошо? Слышите такие слова, знаете, что эти слова указывают на просьбу о чем-то, стремление к чему-то, желание получить что-то. Истигфар. Что это? Просьба о чем? Гфар, магфира, о прощении. Верно? Истиаза. Просьба о чем? Убежище. Куль аузу бирабби. Хорошо? Истиана. Это просьба, просьба чего? Аун. Аун это помощь. Помощь. Ты просишь у Аллаха Субхану Тааля помощь. И говорит автор доказательства на этот вид поклонения. Листиана. Просьба о помощи. Аяты сура Аль-Фатиха. Ияка на'буду ва ияка настаин. Лишь тебе мы поклоняемся, и лишь тебя просим о помощи. Раньше мы с вами говорили, что алистиана, алистиаза, алистигаса, дуа, шафаа. Мы говорили с вами, что можно ли эти вещи, с этими вещами обращаться к творениям или нет. Мы сказали, если речь идет о вещах, которые находятся в пределах возможностей людей. Так Аллах Субхану Тааля дал людям на это, что возможность. Это в пределах их возможностей. Тогда можно обращаться с чем? С дуа, с истиаза, с истигаса, шафаа, истиана к творениям. Но при наличии скольких условий мы говорили с вами? 4 условий. Каких условий? Это должен быть живой. Это должен быть присутствующий. Это что? Нет. Это входит в его возможности. Он может это. 4. Ты должен иметь убеждение, что это он лишь что? Причина. А помогает Аллах Субхану ва Тааля или дает спасение Аллах Субхану ва Тааля. Так, это в вещах, на которые способны люди. При 4 условиях можно обращаться к людям с этим. А в вещах, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля, просить, например, прощения грехов, или просить даровать благое потомство, или просить человек даровать ему благую жену, или ризк, достаток, или продлить его жизнь и так далее. Даровать ему рай, то, что касается ахира, это кому? Только к Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек обращается с этим не к Аллаху, то это будет ширк. Ширкуль акбар, большой ширк. Ширк, который вводит человека из религии, который вводит в ад навеки, если человек не покается в нем. А то, что касается вещей, находящихся в пределах человеческих возможностей, мы сказали при наличии 4 условий. Если какого-то из условий нет, из этих 4, то тогда истигаса, истиана, истиаза, дуа будут что? Неправильными с точки зрения шариата и запрещенными. Понятно? А может быть даже что? Может быть и ширком в некоторых случаях. Вот так и истиана. Истиана, что это? Мы говорили, когда мы слышим это что? Просить о чем-то. О чем просить? Помощь. Просить о помощи. Если мы какого-то человека просим помочь нам в чем-то, перенести какую-то вещь, например, или помочь нам разобраться в какой-то науке, например, это истиана. Дозволено это или нет? Дозволено. Почему? Этот человек живой, он присутствует. Это не какой-то таинственный шейх, который где-то в Афганистане или в Пакистане. Это в пределах его возможностей, он может нам помочь. И что? Мы знаем, что это всего лишь причина. Мы получим результат, если Аллах Субхану ва Тааля даст его. И в качестве доказательства истиана. Истиана вид поклонения. Когда речь идет о вещах, на которые способен только Аллах. И тогда к кому-то обращаться можно с этим видом поклонения только к Аллаху Субхану ва Тааля. Обращение к Аллаху будет большим ширком. Доказательство ияка на'буду ва ияка настаин. Лишь тебе мы поклоняемся и лишь тебя просим о помощи. Лишь у тебя просим помощи. Мы с вами ранее говорили, что в арабском языке есть такой прием, такая особенность. Если какая-то часть предложения, которая должна стоять в конце предложения, но выносится почему-то в начало предложения, то что дает этот прием, этот метод?
он передает значение какое? Ограничение, ограниченности. Ияка на'буду. Лишь тебе мы поклоняемся. Аллах Субхану ва Тааля не говорит на'будука. На'будука. Наста'ину бика. Говорит ияка на'буду ва ияка наста'ин. То есть местоимение тебе, у тебя вынесено вперед. Для чего? Хотя обычно оно бывает что? В конце предложения, в конце словосочетания. Почему? Для того, чтобы дать значение чего? Хасар, это надо, это ограничение. Только тебе поклоняемся. Только. И только у тебя просим о помощи. Понятно или нет? Дальше. В этом аяте «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». На что указывает этот аят? На очень важную вещь и очень важный принцип, который придерживается Ахлю Сунна валь Джамаа. Этот принцип объясняет шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Тадмури и в других своих трудах объясняет этот принцип. Что раб Аллаха, должен обязательно сочетать в себе две вещи. Шариат и предопределение. Аш-шара и аль-кадар. Аш-шара и аль-кадар. Ахлю Сунна валь Джамаа говорит об этом. Это путь Ахлю Сунна валь Джамаа. Сочетание шариата и сочетание предопределения. Что это такое? Как это понять? Сочетание шариата и предопределения. То есть человек должен сочетать в себе веру в предопределение и в то же время что? Совершение деяний. Должен совершать деяния и в то же время верить в предопределение. Обязательно эти две вещи должны быть у человека. Это особенность Ахлю Сунна валь Джамаа. Как это практически выглядит? Человек должен хорошо думать об Аллахе Субхану ва Тааля. Хорошо думать об Аллахе Субхану ва Тааля. Надеяться, что Аллах Субхану ва Тааля избрал его быть из числа обитателей рая. Надеяться на это. Хорошо думая об Аллахе Субхану ва Тааля. И вот надеясь на это, надеясь на Аллаха, и хорошо думая об Аллахе, на этом поставить точку, эта часть какая у него? Кадар, да, предопределение есть. Он надеется, что Аллах Субхану ва Тааля по милости своей предопределил ему рай, предопределил ему быть праведником. Но здесь точку ставят, многие ставят, да, к сожалению. Нет, обязательно должна быть вторая часть, шара. Теперь ты должен поступать, совершать деяния в соответствии с шариатом Аллаха Субхану ва Тааля, совершать праведные деяния. Без этого никак. Сподвижники спросили пророка, алейхиссалату вассалам, когда узнали о предопределении, они сказали, а зачем тогда деяния? Если уже Аллах Субхану ва Тааля предопределил, если известно, кто будет в раю, кто будет в аду, у Аллаха Субхану ва Тааля все известно и записано у Аллаха Субхану ва Тааля. Зачем тогда деяния? Пророк, алейхиссалату вассалам, что сказал он? И'малю, совершайте деяния. И каждому облегчено то, для чего он создан. Каждому облегчено то, для чего он создан. Ты совершай деяния, надеясь, что Аллах Субхану ва Тааля сделал тебя из обитателей рая, совершай деяния. Ты будешь совершать праведные деяния, Аллах Субхану ва Тааля будет облегчать тебе путь к раю. Это убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа. Совершайте деяния, каждому будет облегчено то, для чего он создан. Так, внимательно. Что сочетается в верующем человеке? Вера в предопределение. Обязательно. Вера в предопределение, включающая в себя, что понимание того, что ты сможешь быть из счастливых, ты сможешь спастись от злосчастья, от ада, только по милости, только по предопределению, только по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это у тебя должно быть четкое осознание вот здесь. Какое? Что ты сможешь спастись и сможешь обрести счастье только по предопределению, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Что ты сможешь совершать деяния, у тебя получится совершать праведные деяния только в каком случае? Только в том случае, если Аллах Субхану ва Тааля поможет и поддержит тебя. Вот эта вера в предопределение, она тебя отсюда вытекает что? Что толкает? На что толкает она? Отсюда вытекает безраздельное упование только на Аллаха Субхану ва Тааля. И вообще ты не уповаешь на свои силы, на свои
возможности, на свои старания, на свое усердие не уповаешь. Итак, что есть? Мы сейчас одну часть сказали. Веришь в предопределение, осознаешь четко, что спастись и обрести счастье сможешь только по милости предопределения Аллаха Субхану Тааля его воли, что не сможешь ничего совершить из благих деяний, если Аллах не поможет и не поддержит тебя, не отведет от тебя злые причины разные, и это заставляет тебя безраздельно уповать только на Аллаха, не надеяться на свои силы, не надеяться на свои старания. Но этого и после этого, что после этого совершаешь праведные деяния. Совершаешь деяния в соответствии, неукоснительно соблюдая шариат Аллаха Субхану ва Тааля. Неукоснительно выполняя то, что предписал Аллах Субхану ва Тааля из деяний поклонения. Вот эти две вещи должны быть. К сожалению, люди делятся на 4 группы выполнения этого принципа. Какой принцип? Ияка на'буду ва ияка настаин. Посмотрите, сколько много в этом аяте. Есть люди, которые и не поклоняются Аллаху, и не надеются на помощь Аллаха Субхану ва Тааля. Не просят у него помощи. Ни того, ни другого нет. Это самое худшее. Есть люди, которые надеются на помощь Аллаха Субхану ва Тааля, уповают, но при этом ничего не делают из того, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля. Или не соблюдают то, что предписал Аллах Субхану ва Тааля, как положено. У них есть ияка настаин, но нет чего? Ияка на'буду. Ибада нет. Но есть истиана, они надеются, они уповают, они просят о помощи. Надеются на помощь. Но нет ибада. Есть люди, у которых есть ибада. Да, мы видим, как они усердно стараются выполнять поклонения, но при этом они не уповают на Аллаха Субхану ва Тааля. Они не осознают, что их усердие, их старания ничем не помогут им, если Аллах Субхану ва Тааля не поможет. У них нет этого безраздельного упования на Аллаха в чем? В поклонении. Есть ияка на'буду, но нет чего? Ияка настаин. Поклоняются, но в поклонении не уповают на помощь Аллаха Субхану ва Тааля. Все вот эти 3 группы, они на ошибочном пути. Только одна группа на правильном пути. Те, которые сочетают, что ияка на'буду ва ияка настаин. Тебе поклоняемся, тебя просим о помощи. Шариат совмещает с чем? С предопределением. Соблюдение шариата с верой в предопределение. Особенно в вопросах поклонения нужно помнить про истиана. То есть про обращение за помощью к Аллаху. Про упование на Аллаха. Посмотрите, людей уповающих много. Но люди уповают в основном и просят о помощи у Аллаха в чем? В мирских вопросах. Вопрос ризка просят помощи у Аллаха, вопрос пропитания просят у Аллаха, вопрос заработка, достатка, вопрос женитьбы просят помощи у Аллаха, вопрос рождения детей просят помощи Аллаха Субхану ва Тааля, приобретение жилья просят помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Но попросить у Аллаха помощи, поклоняться Ему, как положено, очень мало кто просит. В религии, в поклонении помощь просить у Аллаха мало кто просит. А это и есть самое главное упование, самое главное истиана. Проси у Аллаха Субхану помощи в да'ва. Призывающих много, но кто из призывающих просит у Аллаха помочь ему вести да'ва правильно, успешно, в соответствии с сунной? Совершающих намаз много, но кто Аллаха просит помощи, чтобы он помог хорошо совершать намаз? Делающих зикр много, кто просит помощи и так далее. В ибада, прежде мирских вопросов, в ибада надо просить помощи, чтобы Аллах помогал. Ибн Каим говорит, если бы вы уповали на Аллаха Субхану ва Тааля, если бы люди уповали на Аллаха Субхану ва Тааля, так положено. И было бы возложено на них сдвинуть гору. Если бы они просили помощи у Аллаха и уповали как положено, у них бы это получилось. Хорошо? Но слабый таваккуль и слабая истиана у людей. Таким образом, Ахлю-сунна валь джамаа сочетает в себе 2 вещи. Веру в предопределение Аллаха Субхану ва Тааля и соблюдение шариата Аллаха Субхану ва Тааля. И довод на эту важную позицию, этот важный принцип какой? Ияка на'буду ва ияка настаин.
не останавливаться на яка на'буду. Ты не сможешь сам. Обязательно в яка настай. И автор говорит, в хадисе говорится, если просишь помощи, то проси у Аллаха. Мы говорили с вами, если речь идет о вещах каких? Вещах, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля, то, конечно, просим только Аллах Субхану ва Тааля, истиан, обращаем только к Нему. Если не к Нему, то это что? Ширкуль акбар, выход из религии. В вещах, в которых могут тебе помочь творение. Аллах Субхану ва Тааля дал им такую возможность. Здесь хадис же, он, посмотрите, общий. Здесь же не сказано только в таких вещах, а не в таких. Что сказано? Если просишь о помощи, то проси у Аллаха. Это что значит? Это значит, что в вещах, в которых творение, люди могут тебе помочь, здесь все равно проси помощи у кого? У Аллаха Субхану ва Тааля. И если даже ты у творения попросил помощь, уповаешь сердцем на кого при этом? На Аллаха, понимая, что это творение, это просто причина. Поможет в каком случае? Если Аллах Субхану ва Тааля позволит помочь. Поэтому не привязывайся сердцем к его помощи. Многие люди привязываются к людям в вопросах помощи. Надеются, вот он должен приехать, он должен помочь, он должен дать, он должен решить мою проблему. И надеяться на него. Нет, попросил, но вообще сердцем не привяжись. Сердцем к Аллаху Субхану ва Тааля. Если есть возможность вообще не просить творения, обходиться теми силами, которые дал тебе Аллах Субхану ва Тааля, это лучше. Поменьше обращаться к творениям. Когда человек много обращается к людям с разными просьбами, это к чему приводит? Потому что его сердце потом привязывается к творениям. Хорошо? А пророк алейхиссалату вассалям говорит, кто старается обходиться без помощи, то есть людей, то Аллах Субхану ва Тааля помогает ему обходиться. И сахаба таковы были, мы знаем, да, и многие из них, когда у них падал кнут, что-то падало на землю, они сами спускались с верхового животного и брали. Это даже не просили людей, чтобы не привязываться к творениям. Но просить о помощи творения, где оно может помочь, в нужде, мы сказали, можно, но только два принципа. Каких? Сердцем при этом уповаешь на Аллаха только. Второе, что? Если можно обойтись без просьбы к творению, лучше обходиться без просьбы к творению. Ну, о вещах, на которые способен только Аллах, конечно, это обращаем только к Аллаху, это ибада, и посвящение не Аллаху этого, это большой ширк. Дальше, следующий вид поклонения. Алистиаза. Алистиаза. Мы все говорим, аузу билляхи мина шайтани раджим. Аузу, то есть прибегаю к Аллаху от прогоняемого шайтана. Аузу. Истиаза, то есть ты просишь что? Ауз. Просишь иаза, просишь прибежище, просишь защиты. Это поклонение. Если кто-то просит защиты не у Аллаха Субхану ва Тааля, направляет этот вид поклонения к Аллаху Субхану ва Тааля, это ширкуль акбар. Но, вспомните, мы говорили с вами, истиаза, истиана, истигаза, все они что делятся на два вида. Там, где человек может, в пределах его возможностей, там, где только Аллах Субхану ва Тааля может. Помните? Так вот, истиаза в тех вопросах, которые находятся в ведении Аллаха Субхану ва Тааля, только если посвятишь не Аллаху, то это будет что? Ширк. Человек, например, боится чего-то, какого-то несчастья, и прибегает к защите какого-то святого. Это что? Это ширк. Какой ширк? Великий ширк, большой ширк. Ширкуль акбар. Кто тебя защитит от несчастья, кроме Аллаха Субхану ва Тааля? А если есть какой-то сильный, влиятельный человек, и кто-то хочет совершить в отношении тебя несправедливость, какое-то притеснение, как-то ранить тебя или побить, или еще что-то, и ты просишь у него защиты, то это допустимо. Допустимо. При наличии тех 4 условий, которые мы говорили. Какой? Живой, присутствующий, может. 4, что? Понимаешь, что это только причина. Доказательство, что истиаза, то есть просьба прибежища и защиты, это поклонение, и поэтому должно посвящаться только Аллаху. Какие суры в Коране? Какие суры в Коране у вас написано? Аль-Фалак и Ан-Нас. Куль аузу би раббиль фалак. Скажи, я прибегаю к Господу рассвета. Куль аузу би раббин нас. Скажи, я прибегаю к Господу людей. Прибегаешь только к Аллаху Субхану ва Тааля. Мушрики, времена пророка алейхиссалату вассалам, и до него,
Они, когда оказывались в какой-то долине, незнакомо, находясь в пути, они делали истиаза к кому? К повелителю долины из числа джиннов. Из числа джиннов. И это только добавляло, что? Добавляло джиннам, наоборот, дерзости. И они еще больше запугивали этого человека. И добавляли ему только страха и безумия. Истиаза только к Аллаху субхану ва тааля. Аузу означает ищу защиты, ищу прибежища, ищу покровительства.